Никто не ожидал, что это случится. Вот уже ожесточенные бои ведутся в Баглане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Фронт национального сопротивления сообщил о гибели 2 командиров. Стоит ли нам опасаться? Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Долина Анадарабад в южной части провинции Баглан на северо-востоке Афганистана в последние 2 дня стала местом ожесточенных столкновений между членами Национального фронта сопротивления Афганистана и боевиками движения Талибан. Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, на своей страничке в Фейсбуке написал, что ряд бойцов фронта, в том числе несколько командиров отрядов, погибли в боях в этой местности, защищая свободу народа Афганистана. Масуд также написал, что несмотря на потери, Фронт национального сопротивления Афганистана не откажется от своих целей и продолжит свою борьбу, чтобы установить демократическую систему, сформированную волей народа, вернуть права человека, особенно права женщин, свободу выражения мнений, обеспечение справедливости, постоянную стабильность в стране, борьбу с угнетением, дискриминацией и международным терроризмом. Сигбатулла Ахмади, один из представителей фронта, написал в Твиттере, что Хармухамед Хайрхох Андараби и Гази Муроди, 2 командира Фронта национального сопротивления Афганистана, сражались против талибов до последней капли крови. Как вы относитесь к такому обострению? Как вы думаете, стоит ли нам опасаться? И хотя Ахмади не указал число погибших членов Фронта национального сопротивления Афганистана, ряд СМИ со ссылкой на другие источники в Национальном фронте сопротивления Афганистана написали, что по меньшей мере 20 бойцов сопротивления были убиты талибами. Местные СМИ сообщили также, что Хармухамед Хайрхох и Андараби и несколько его бойцов были убиты утром в понедельник, 26 декабря, после продолжительного боестолкновения с талибами в районе Таганак, уезда Пули-Хисар в долине Андараб. В серии твитов Сибгатулла Ахмади написал, что за последние сутки бойцы Фронта национального сопротивления отразили несколько воздушных и наземных атак талибов в Хиндже, Таганаке и Багдара района Андараб. И при этом, по его словам, талибы понесли большие потери. По его словам, талибы покинули этот район. Халид Амири, в недавнем прошлом боевой офицер корпуса спецназа армии Исламской Республики Афганистана, в настоящее время командующий всеми операциями Фронта национального сопротивления Афганистана в Панджшерском регионе, выразил свои соболезнования и сожаления в связи с гибелью Хармухамеда Хайрхоха и сказал, что фронт продолжит свою борьбу с Талибаном. Талибы пока никак бои в Багланском Андарабе не комментируют. Некоторые источники сообщают, что в ходе боестолкновений в Андарабе было убито 29 талибов. Телеканал Амус со ссылкой на свои источники в Андарабе отметила, что 3 транспортных самолета движения Талибан переправили из ущелья Хуч в Кабул трупы 23 боевиков движения Талибан. Еще 6 убитых талибов остались лежать в горах. Некоторые из районов провинции Паншер, Тахор и Бадахшан также стали ареной ожесточенных боев между талибами и Фронтом национального сопротивления Афганистана. Талибов при этом обвиняют в казни десятков местных жителей, подозреваемых в поддержке Фронта национального сопротивления. В социальных сетях размещены видеоролики, в которых талибы обвиняются в убийствах, помимо сторонников Фронта национального сопротивления и простых жителей. И это вызвало бурную реакцию. Спецдокладчик ООН по Афганистану после своего визита в Паншер выразил свою озабоченность нарушениями прав граждан и неправомерным поведением талибов. Движение Талибан практически беспрепятственно вошло в Кабул и захватило власть в Афганистане в августе 2021 года после бегства из страны бывшего на то время президентом Ашрафа Гани. С той поры ни одно государство в мире не признало правительство талибов. Движение Талибан обвиняют в нарушениях прав женщин, ограничении свободы слова и удержании власти в руках одной группировки. Недавнее решение талибов о запрете девушкам на посещение высших учебных заведений и на работу женщин в национальных и зарубежных неправительственных организациях вызвало бурную реакцию. А в ООН выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о запрете и засудили эти меры. Как вы думаете, как будет развиваться событие дальше? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.